Всем доброго дня, всем здравствуйте, вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Надеюсь, что за период нашего отсутствия успели вы соскучиться по нашим выпускам, но и все самое интересное в нашем дайджесте за неделю. Поехали! Начнем с новостей, касающих, конечно же, в первую очередь казахстанских спортсменов, атлетов, независимо от их принадлежности, либо это любители, либо профессионалы. В минувший уикенд проходила гонка Ironman Dubai, да, или как ее называют сейчас еще золотая гонка. Гонка, которая, наверное, в последнее время приковывает к себе большое внимание именно со стороны больше, может быть, любителей. Но и, в частности, конечно же, наших с вами соотечественников. Более 70 атлетов выставили в индивидуальном зачете, плюс 8 эстафетных команд. Я думаю, что таким представительством могут похвастаться не все, но и от этого, я думаю, можно гордиться за нашу страну. Лучшим среди мужчин стал Алексей Сидоренко. Он показал результат 4 часа 13 минут и 26 секунд. В своей возрастной группе Алексей занял 3-е место. Также можно выделить еще одного представителя нашей страны, актюбинца Владимира Михайлова, который также был третьим в своей возрастной категории 55-59. Его результат на финише составил 4 часа 53 минуты. Если немножко оторваться от мужчин и перейти к девушкам, то лучше у нас стала Дина Шаймерденова, выступавшая в категории 40-44. Дана финишировала со временем 4 часа 45 минут и 4 секунды и заняла 2-е место в своей возрастной категории. При этом нужно сказать, что в абсолюте среди девушек она стала 23-й, с чем, собственно говоря, Дану и поздравляю. Но я думаю, что каждый из атлетов, который проходил эту дистанцию, возможно, рассматривал эту гонку как подготовительный процесс к более серьезному старту, а кто-то, да, наверное, действительно готовился к этому эвенту. Что касается команд эстафетных, то лучше здесь стали представители команды Кыпшак. Их время на финише составило 5 часов 5 минут и 44 секунды. Они, кстати, вошли в десятку лучших эстафетных команд, с чем мы их поздравляем. Далеко из Дубаев переезжать не будем, а останемся прямо же там, на месте, и поговорим о профессионалах, о тех, кто в Дубае побеждал на этой половинке. Если касательно женской гонки, то тут, наверное, борьба была просто фантастическая. Все решилось на беговом сегменте, в котором чуть-чуть быстрее была представительница Германии Лаура Филипп. Она показала 3 часа 53 минуты, тем самым сумела обойти на беговом этапе чемпионку мира, причем многократную швейцарку Даниэлу Риф. Та показала, в свою очередь, 3 часа 56 минут 55 секунд. Все решилось именно на беге, причем не на финишном, да, каком-то отрезке, не на второй половине бегового сегмента, а именно в начале. Девушки после плавания были примерно на одинаковых позициях, но не на лидирующих, а вот именно за счет велоэтапа каждая из них сумела показать хорошее время. Но немка, которая просто, ну, наверное, может быть, удивила многих, но, наверное, не себя, показала отличное время на половинке, на беге 1 час 19 минут, что и позволило ей сделать вот тот решающий задел в 3 минуты. Первые 5 километров она сумела практически 1,5 минуты нарисовать швейцарский Риф. Что касается 3-го места, то здесь Лотте Лукас из Арабских Эмиратов стала 3-й, ее время 4 часа 7 минут. Что касается мужчин, то тут, наверное, стоит отметить не стареющего ветерана, человека, который, может быть, не так часто попадает на пьедестал почета, но, тем не менее, бельгиец Мартен Ван Рил сумел тряхнуть стариной. 3 часа 26 минут и 6 секунд. Причем после плавания не показывал выдающееся время. На велоэтапе прошел, может быть, не так ярко, но за счет бега действительно сумел показать классный результат. И вот это все свое преимущество он заработал именно на последнем сегменте. Ну и, как многие отмечают, здорово прошел в транзитную зону под номером 2. Классно, просто без каких-то технических помарок. Сумел он опередить датчанина Даниэла Беккерда, у которого 3 часа 27 минут. Ну, то есть, представляете, минута, да, чуть больше минуты разрыв. Я считаю, что на такой дистанции, на половинке, это очень круто. Третий стал француз Пьер Ле Карре. У него результат 3 часа 33 минуты. Вот такие
принципе результаты на дубайском половинке, я думаю, что результат, который говорит о том, что многие уже соскучились по большим стартам, по большим ивентам и, конечно же, готовы себя проявить и на полных марафонах. Вот такой он получился, этот уикенд в Дубаях. Ну что, к новостям триатлона. Международная федерация триатлона на этой неделе, наверное, не стала исключением и не стала отдаляться и выделяться на фоне других мировых спортивных федераций. Это если касательно футбола, да, или какого-то баскетбола, в связи с событиями на Украине. Напомню, что FIFA и UEFA отстранила российские клубы от Еврокубков, да, и сейчас идет вопрос о том, чтобы вообще национальная сборная России отстранена была от чемпионата мира. Ну и вот Международная федерация триатлона тоже на своей странице, на официальном издании объявила о том, что, во-первых, все атлеты Беларуси и России отстраняются от международных стартов, плюс, конечно же, еще вдобавок на территории России и Беларуси старты будут все отозваны лицензии и проводиться не будут под Международной федерацией триатлона. При этом, что напомню, совсем недавно мы в одном из дайджестов рассказывали о том, что за довольно частые моменты с появлением допинга у российских атлетов уже Международная федерация триатлона делала предупреждение и отзывала лицензии у многих атлетов. Ну и вот эта ситуация еще и усугубилась вот этим положением, которое сейчас происходит на Украине. Ну и, конечно же, не стало исключением. Все отметили о том, что переживают за украинских атлетов, причем, что приятно то, что со всего мира практически откликнулись как и спонсоры, как и другие атлеты, тренеры, и сказали, что мы готовы помочь принять у себя украинских спортсменов, триатлетов, для того, чтобы они поддерживали физическую готовность и продолжали тренироваться, если они этого пожелают. Так что вот такие новости, не самые приятные, как мы понимаем. Еще на официальном сайте Международной федерации триатлона появилась новость о том, что был разработан план, по крайней мере стратегия, которая говорится о том, что до 2025 года такая дорожная карта прорабатывается сейчас. И, как отметила Марисоль Касада, главная цель на 4 года — возглавить глобальное сообщество триатлетов в создании более устойчивого вида спорта, заявила она. Мы хотим создавать и подчеркивать выдающихся в людях нашей практики, при этом защищая окружающую среду, от которой напрямую зависит триатлон. Мы будем стремиться к совершенству в наших мероприятиях. Мы намерены стремиться к инновациям, используем технологии для улучшения всех областей триатлона. Мы и далее будем управлять справедливо, беспристрастно и добросовестно, чем очень гордимся. Ну и также, наверное, Марисоль Касада отметила центральным пунктом вот в этой дорожной карте до 2028 года, до Олимпийских игр 2024-2028 года, о том, что очень тесное сотрудничество и, можно сказать, напрямую какую-то помощь, поддержку всяческую Международная федерация будет оказывать различным федерациям триатлона в развивающихся странах или только кто начинает этот путь в этом триатлоне. Поэтому вот Международная федерация хочет напрямую контактировать со всеми федерациями во всем мире и, конечно же, делать триатлон еще более доступным видом спорта. В одном из наших предыдущих выпусков мы как-то анонсировали парный триатлон. В нем могли принимать участие пары или люди, состоящих в отношениях не менее 6 месяцев. Вот такое условие было. Старт был исключительно коммерческим. Старт проводился под эгидой Waterbowl банка. Бен Аткинсон, главный, так скажем, прародитель этой идеи, всей этой задумки. Но и победитель этой гонки получил $100 000, второе место получало 20 000 и третье 10. Плюс еще каждому участнику, каждой паре также 10 000 было за участие. Ну и нужно сказать, что 8 пар вышло на старт. Победителями стали смешанный дуэт, британка Нон Стэнфорд и австралиец Айрон Ройл. Они завоевали
первое место, $100 000, причем все решилось на беговом сегменте, все решилось в парке, где финальный отрезок проходил. Сама дистанция состояла из 400 метров плавательной дистанции, 16 километров вело и 5 километров бега. Ну, вот такая, если хотите, микст релей гонка, я не знаю, эстафета подобным образом. Но многие отметили, что понравилось. Состязание проходило в такой дружеской, я бы сказал, радостной атмосфере. Причем многие отмечали, что даже тяжело были найти какие-то моменты соперничества. Но вот как только ты окунаешься в гонку, сразу же включаешься на полной катушке. Второе место завоевал Мэтт Шарп и Кристен Каспер. Они получили, соответственно, по $20 000. И третьими стали представительницы Франции, которые, я думаю, что были, наверное, как по мне, так одними из фаворитов. Маржолен Пьер и Клеман Миньон. Так что вот такие результаты этой гонки. К новостям, может быть, не совсем триатлона, но тем не менее из мира, конечно же, спорта. Я думаю, эта новость порадует абсолютно всех поклонников велоспорта. Если вы подписаны на Netflix, да, на эту платформу, и у вас есть возможность смотреть различные документальные, да, фильмы, либо же просто какие-то сериалы, то вот радостная новость пришла. В 2022 году Netflix совместно с велокомандой, быстро хотел сказать, какой велокомандой, планирует провести гонку на большой петле Тур де Франс 2022 года. Об этом в своей колонке сообщил Патрик Лефевер. Он, напомню, возглавляет команду Quick Step Alpha. Вот такая приятная новость. Я думаю, с учетом того, если вы наблюдали за документальным фильмом про Формулу-1, про вот этот сериал, то я думаю, что понимаете масштаб и уровень подготовки всей этой съемки. Недавно Netflix анонсировал о том, что они провели практически 2 месяца в Австралии, где снимали турнир Большого шлема Australian Open, и все в ожидании, когда же этот фильм появится на экранах. Ну и вот теперь Netflix шагает дальше, и мы теперь увидим, можно сказать, изнутри всю гонку Тур де Франс, большую петлю, самую, наверное, ну, самую брендированную гонку, если хотите сказать, самую разрекламированную гонку Тур де Франс. Так что изнутри Quick Step понаблюдаем, ну и, как отметил Патрик Лефевер в своей колонке, я прекрасно понимаю, насколько важно это сотрудничество и насколько это даст толчок нашему виду спорта, как велоспорт. Я прекрасно видел их работу в Формуле-1, отметил Патрик Лефевер, и сказал, что просто фантастическую работу провели абсолютно все. Мы хотим то же самое сделать с велогонками и вывести их на новый уровень. Будем стремиться примерно показать не только по скоростям, но и по качеству именно документальный фильм Формула-1. Так что вот такие радостные новости. Ждем с нетерпением, конечно же, лето. Ждем Тур де Франс, и чуть позже, наверное, появится и сам вот этот документальный фильм Тур де Франс. Очень любопытно, очень интересно. Если нет подписки на Netflix, я думаю, что вот самое время задуматься. 6 марта в столице Японии, Токио, прошел традиционный марафон. Марафон из большой шестерки, да, если можно его так назвать, а его так и нужно, наверное, называть. Так вот, победителем стал Элиот Кипчоги. Здесь, наверное, сомнений не было ни у кого. Его результат на дистанции составил 2 часа 2 минуты и 40 секунд. И нужно сказать, что это рекорд трассы, который держался с 2017 года. Так что вот поздравляем Элиота Кипчоги. Ну и нужно сказать, что кенийца не хватает 2 мейджора, 2 победы, да, вот на этих гонках. Это, конечно же, марафон, в котором он не побеждал в Нью-Йорке и, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, в Бостоне также он не сумел. В общем, американский континент пока не особо поддается кенийцу, но все впереди. Напомню, у него были победы в Чикаго, в Лондоне, Берлине, ну и вот Токио 2022 год. Я думаю, что, конечно же, хочется ему собрать всю эту коллекцию полноценную вот этих всех крупных мейджоров. Третьим стал его соотечественник Амос Кипруто, он отстал на минуту, и третьим стал Това Тамират из Эфиопии, 2 часа 4 минуты. Вот такие результаты. Что касается девушек, то там, наверное, борьба была лишь до 30-35 километра. Затем Бриджит Косгей из Кении взяла все в свои руки и начала убегать. Ее соотечественница Ашет Бекери показала 2 часа 17 минут и 58 секунд. Ну а третье место досталось представительнице Эфиопии Гитогем Гебресиласи. Что касается хозяев трассы, то вот у мужчин лучшим
Из японцев это стал четвертое место Кенго Сузуки, он показал 2 часа 5 минут, а у девушек Майя Ичияки шестое место среди девушек. Так что нужно еще добавить и отметить, что и в женской гонке тоже был побит рекорд трассы, который держался с 2020 года, и вот эти временные отрезки тоже улучшены. Так что вы понимаете, все потихоньку начинают раскачивать этот спортивный сезон после вот Токийской Олимпиады. Еще один любопытный момент произошел в Токио на этом марафоне. Группа лидеров на одном из поворотов свернула не туда, но благо, что быстро сориентировались достаточно и успели вернуться на саму дистанцию, на саму трассу. Возможно, может быть, вот эти 2 минуты они как раз где-то там и потратили. Но на самом деле, конечно, нет. Вот такие новости были касательно мира велоспорта, легкой атлетики и, конечно же, нашего любимого триатлона и Ironman. На этом все. На этом наш дайджест подходит к концу. Ну а напоследок хочется лично от себя, от всей нашей съемочной бригады, от Федерации поздравить всех наших дам, всех наших прекрасных половинок. Хоть и говорят, что они слабые, но для нас они настоящие железные леди. Милые дамы, мамы, сестры, все наши половинки, вас с Международным женским днем, вас с праздником. Цветите, радуйте и мотивируйте нас на дальнейшие свершения и величественные дела. И вам это все вернется вдвойне. Еще раз с праздником, большое спасибо. Смотрите наш дайджест. Всем большое спасибо. Болейте на здоровье.